всем, кто просыпается вместе с нами в эфире главного национального канала, программа «Новый день». Меня зовут Катерина Винокурова. Приветствую всех, кто этим утром встречает это утро, замечательное утро с нашей компанией. 25 сентября на календаре, долгожданная пятница для многих из нас. По всему миру сегодня отмечаются такие праздники, как День сновидений, День таблицы умножения сегодня, а также профессиональный праздник, можно сказать, сегодня отмечают фармацевты. 25 сентября 1632 года основан наш город, а точнее Якутский острог, а в 1818 году в этот день в Англии проведена первая в мире операция по переливанию крови от человека к человеку. Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов. В народном календаре наступает Артамонов день. Этот день считался важным для охотников, которые верили, что если на Артамона убить хотя бы одного зайца, то удача будет сопутствовать им во всех начинаниях. Пусть удача сопутствует всем нам без исключения, а далее свежий прогноз погоды. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 3–0 градусов. Днем ожидается плюс 11, плюс 13 градусов. В Заречье 0, плюс 4, днем плюс 12, плюс 13 градусов. В Южных плюс 3, плюс 5 утром, днем плюс 7, плюс 12 градусов. В Вилюйских Улусах минус 1, плюс 2 утром, днем плюс 10, плюс 12. В Нижнеленских Улусах минус 1, плюс 6 утром, днем плюс 11, плюс 13 градусов. В Западных Улусах плюс 1, плюс 3 утром, днем плюс 11, плюс 13. В Колымендигирских Улусах утром 0, плюс 6 градусов, днем плюс 1, плюс 9. В Янских Улусах минус 2, плюс 2 утром, днем ожидается плюс 7, плюс 8. В северо-западных Улусах плюс 3, плюс 5 утром, днем ожидается до плюс 10, плюс 11 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 1 градус, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, ветер восточный 2,7 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается плюс 14, плюс 16 градусов тепла. А я хочу напомнить вам, что у нас работает WhatsApp номер 8 914 279 2262. Вы нам уже с самого утра пишете и спрашиваете, можно ли поздравлять кого-то. Конечно, можно, делайте это смело, пишите, и по возможности мы обязательно зачитаем в течение нашей программы. И мы продолжаем. Немецкая овчарка в Приморье кормит своим молоком 2 львят, от которых отказалась мама. Все действие происходит в парке «Белый лев». Его сотрудники сняли видео этой трогательной картины. Материнский инстинкт взыграл у 8-летней собаки по кличке Сандра. У нее есть свой щенок, но она также позаботится и о 2 львятах. Их передала в парк семья из города Артем. Это уникальный случай, когда представитель одного вида животных принимает детенышей другого вида, тем более диких. Так отметили, что молоко собаки подходит львятам, в нем есть все полезные вещества, необходимые для развития детенышей. Директор парка «Белый лев» Виктор Агафонов рассказал, что овчарка Сандра не любит кошек, но тем не менее приняла львят. Парк «Белый лев» находится во Владивостоке, он рассчитан на крупных животных. Национальный парк Таиланда придумал новый способ борьбы с мусором. Его отправляют в качестве сувенира по почте. Так, администрация национального парка Хауяй в Таиланде решила бороться с людьми, оставляющими мусор на природе. Сотрудники национального парка
будут собирать оставленный на природе мусор, упаковывать его в коробки и отправлять по почте. А тем, кто этот мусор оставил, конечно, бутылкам, банкам, упаковкам и прочим отходам также прилагается милая записка со словами «Вы забыли это в национальном парке Хауяй». Как именно администрация заповедника будет вычислять правонарушителей, не сообщается, но на входе в парк все посетители обязательно должны указывать свой домашний адрес. Кроме того, данные неряшливых туристов также отправляются в полицию. Дело в том, что в Таиланде за оставление мусора на территории национального парка предусмотрена уголовная ответственность в виде крупных штрафов и максимального срока до 5 лет тюрьмы. Ну вот, а чем грозит неуплата налогов? Мы сегодня поговорим об этом с нашей гостьей. Представляю вам Марию Щербакову, заместителя начальника отдела по работе с налогоплательщиками Управления Федеральной службы России по Республике Саха-Якутия, советника Государственной гражданской службы 3-го класса Российской Федерации. Мария Николаевна, доброе утро. Доброе утро. Какие на сегодня существуют способы оплаты? Изменились ли эти способы? Способы оплаты как бы не изменились, но добавились новые. Возможностей стало как бы много. Если вы получили налоговое уведомление, вы можете обратиться непосредственно в налоговый орган, за получением налогового уведомления, и оплатить в любом банке через МФС, либо через Сбербанк. Но если у вас есть личный кабинет налогоплательщика, вы можете оплатить через него. Также есть очень хорошее приложение, называется «Налоги ФЛ». Его вы можете сказать через Play Market. Там туда приходят автоматически ваши налоги, вы можете там же сразу совершить платеж. Никуда не надо ходить, автоматом уже оттуда, через онлайн можно оплатить. Так, то есть через сайт, через приложение и третий? Ну, можно подойти, прийти за Лично квитанцией, подойти, да? Ага. Да. Но это, наверное, долго, да? Долго. Время свое не тратить, лучше уж все сделать. Да. Вот это приложение, хочу сказать, что если вы не получили налог, там нужен пароль ИНН для входа. Если вы не получили пароль в налоговой, то вы можете зайти, авторизоваться через госуслуги. Да. Там всплывает окошко, по-моему, Да, да? получается. Сразу направляет. А как можно узнать о своей задолженности? О задолженности можно узнать непосредственно в налоговом органе по месту учета, либо же тоже через личный кабинет физического лица. В сервисе можно узнать. А изменился ли размер ставки, да, в этом году? Сколько он составляет на имущество? Нет, по поставкам устанавливается ставка и размер устанавливается от вида и объекта имущества. И, например, начинается от 1% на квартиру, на комнату. Но каждый муниципалитет устанавливает свои ставки и размеры. Вы можете подробно узнать в справочнике налогов на нашем официальном сайте. А как можно узнать, рассчитать налог на имущество? Может ли гражданин сделать это самостоятельно? Невозможно, но также есть калькулятор налоговый в нашем сервисе, сайте налог.ру. Нужно войти во вкладку «Все сервисы», выбрать там налоговый калькулятор, который вам полностью все рассчитает сам. А нужно ли и важно ли проверять расчет перед тем, как оплатить налог? Да, может быть, что у вас там есть объект, который вы продали, но она не снялась по каким-то техническим причинам. Тогда вы тоже можете уточниться либо в личном кабинете, либо обратившись также в налоговый орган. Но лучше всего через личный кабинет, там все данные есть. Ну вот приходит мне уведомление, и я замечаю, допустим, какую-то ошибку, да, опечатку или какие-то недостоверные, да, данные, да, что делать? Да, вы можете также непосредственно обратиться, либо же написать заявление. Можете обратиться через сервис федеральный наш сайт, но там нужно будет указать, когда направляете заявление, указать именно в какой налоговый орган вы направляете. Например, в городе есть 2 инспекции, да? 5-я инспекция и 8-я инспекция. Вы находите свой, к которому вы относитесь по месту учета, по месту прописки. Указывайте тот код налогового органа, куда вы пишете заявление. Также вы можете непосредственно, если у вас есть налоги ФЛ, мобильное приложение,
зайти во вкладки «Жизненные ситуации», и там есть вкладка «Обратиться». И там прям пишите. Ага, ага. И вам в течение 30 дней отвечают. А вот есть ли какая-то категория граждан, которые освобождены от уплаты налогов? Какие-то льготы, возможно, да, предоставляются? Как эти льготы получить? Льготы установлены есть региональные для многодетных, пенсионеров и предпенсионеров. Но также каждый муниципалитет тоже самостоятельно добавляет льготы. В каком-то районе есть освобождаются полностью многодетные, а в каком-то на 50%. Это тоже можно узнать во вкладке нашем вот, справочнике на официальном сервисе. С 2019 года также вот предпенсионеры, за 2019 год, с этого года, с 2020 года за 2019 год предпенсионеры тоже стали освобождаться от уплаты имущественного налога. Но статус предпенсионера к нам приходит с пенсионного фонда автоматически. Для этого никуда обращаться не надо. Мария Николаевна, интересно узнать, изменился ли список, ну вот перечень, да, объектов, которые не облагаются налогом, или все по-прежнему? Все по-прежнему остается. Ага, давайте напомним, что это за объекты. Ну, объекты, которые облагаются налогом, это имущество, которое находится в собственности, получается. А тех, кто не идет начисление пени. С какого периода начисляется? Со второго дня сейчас одна. Вот у человека, допустим, есть земля. Еще не пожелаю, чтобы вы уплатили. Но Россия моя. В то время в Лянках. И потом, увеличив это полотно, когда освобождали Новгород, картину про великого князя Александра Невского повесили на стене города в знак того, что великий князь пришел на Невского. Это и дань прошлому, и глубокий символизм в борьбе с немецким оружием. Ведь именно немецкие рыцари были побеждены в 1242 году на Чудском озере. Александр, великий князь, полководец, с доблестью защищавший. Смотрите нашу рубрику «Музей» каждую пятницу и просвещайтесь культурно вместе с нами. А мы продолжаем. Приз зрительских симпатий второго международного виртуального конкурса авторских кукол «Гаудир-2020» получила наша якутянка активную поддержку. Я выиграла номинацию «Приз зрительских симпатий», чему я очень-очень рада, так как именно такой приз с таким названием дает понимание того, что в моем творчестве есть положительный отклик. Хочу поблагодарить всех, кто голосовал за мою работу. Я знаю, что процент голосов из Якутии был очень высокий, и сами организаторы были удивлены нашей сплоченности. Улахан махтал барбитыгар болбун. Если немножко рассказать про композицию, она называется «Хранительница очага». Эту работу я очень люблю, ценю, берегу, так как она не только моя, получается совместный труд с моим отцом. Сейчас еще идет мое участие на выставке Моникарт, он тоже виртуальный, будет идти до конца сентября. Там я представила свои новые куклы Эрике и Джерике Олар, лесные человечки, лесные дети. Вот, и планов много, идей тоже много, планируются выставки, участие тоже на разных выставках, так что спасибо всем. Я думаю, многие знакомы с творчеством Харчаны. У нее действительно бесподобные работы. Стоит только взглянуть на ее одну страничку в Инстаграме, и вы погрузитесь в мир просто невозможного творчества, отдельного такого мира. Желаем Харчане дальнейших творческих успехов и очень гордимся ее победой. А между тем Театр оперы и балета открыл юбилейный 50-й сезон театрально-музыкальным марафоном «Увертюра к сезону», состоящим из 9 концертов. Так, например, первый концерт «Начало»
был уникален тем, что зритель и артист менялись местами. Гости оказывались на сцене, а зритель в зале. Словом, классический балет, contemporary dance, оперное пение смогут удивить не только искушенную публику, но и привлечь новых ценителей театрального искусства. Завершится проект 4 октября. Успевайте! В театрально-музыкальном марафоне невозможно обойтись без балета. И завтра, в субботу, хореограф Екатерина Тайшина представит свое новое творение. Вы увидите фрагменты из неувидаемых шедевров русской и европейской балетной классики XIX и XX веков, романтических балетов «Жизель», «Сильфида», «Корсар» и другие. А уже сегодня театр приглашает на вечер венских классиков Моцарт и Гайден. А театр юного зрителя сменил адрес. Теперь все постановки можно увидеть в культурном центре имени Гагарина. Однако на прежнем месте театр еще принимает зрителей. К примеру, в четверг, 1 октября, ТЮЗ приглашает на уникальное представление «Актер в театре инсталляции». Будут продолжаться транслироваться и постановки на канале YouTube. Так, в это воскресенье встречайте спектакль «Милосердный богатырь Аиджу Гарастай». В четверг ТЮЗ ждет у экранов смартфонов ребятишек на сказку о рыбаке и рыбке, а в воскресенье предлагает посмотреть спектакль о войне «Трепетный сон. Память». В эти дни немного посмеяться приглашает Русский драматический театр. Дорогие друзья, Русский театр имени Александра Сергеевича Пушкина и ведущие специалисты мира в области юмора Рэй Куни, Иван Алифанов и Александр Коровкин назначают вам 4-дневный оздоровительный курс смехотерапии. Тетки взбодрят и повысят иммунитет. Веселые, темпераментные итальянские наши друзья добавят вам солнышко, рассмешат и продлят вашу жизнь. Успокоит нервы, устранит беспокойство и доставит массу удовольствия слишком женатый таксист. Ну а в 13-м номере вы почувствуете себя по-настоящему вдохновленными и счастливыми. Ну а Саха-театр традиционно распахнет свои двери лишь в середине октября. Сейчас в здании проходят ремонтные работы. Нашу новую рубрику вы также можете смотреть каждую пятницу в нашей программе. Большинство кулинарных шоу до 40-х годов транслировалось на радио. Одно из первых телевизионных кулинарных шоу транслировались на BBC в 1937 году. С тех пор такие шоу стали популярным дневным элементом телепрограмм. В новом телевизионном сезоне нашего канала кулинарное шоу вы увидите впервые. Но у любителей готовить появился отличный шанс показать себя и принять участие в кулинарном поединке. Подробнее далее. 16 участников, 13 испытаний. Прими вызов. Стань первым на кухне. Новое кулинарное шоу на телеканале НВК «Саха». Очень много сообщений приходит на и литературы. Школы поздравляют. Немножко непонятно, то ли Свету Тимофеевну